хочу рассказать вам о своем прадедушке Кудашеве Алиме Хусаиновиче. Он родился 10 марта 1925 года в Краснослободском районе Мордовской ССР. В январе 1941 года он был призван в ряды Красной армии Волдарским РВК Ленинградской области. В январе 1943 года, когда ему исполнилось 18 лет, он ушел на фронт в звании рядовой в ставке 898-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии. Мой прадедушка прошел огромный боевой путь от Ленинградской области через территорию Латвии к Польше, к победе. Был награжден орденом славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне, медалью за взятие Кёнигсберга, а также медалью за отвагу. Русской женщине. Михаил Исаковский. Да разве ж об этом расскажешь, в какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. В то утро простился с тобою твой муж, или брат, или сын, и ты со своей судьбою осталась один на один со слезами, с несжатыми в поле хлебами ты встретила эту войну. И все, без конца и без счета, печали, труды и заботы пришлись на тебя на одну. Одной тебе волей-неволей, а надо повсюду поспеть. Одна ты и дома, и в поле, одной тебе плакать и петь. А тучи все ниже и ниже, а грому грохочет все ближе, и все и чаще недобрая весть. И ты перед сею страною, и ты перед сею войною сказалась, какая ты есть. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым. Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим. В морозные зимы, в метели, у далекой черты солдат согревали шинели, что шила заботливо ты. Бросались в грохоте, в дыме советские воины в бой, и рушились вражьи твердыни от бомб, начиненной тобой. За все ты бралась без страха. И как поговорке какой, была ты и пряхой, и ткахой, умелой иглой и пилой рубила, возила, копала, да разве же все перечтешь? А в письмах на фронт посылала, что будто отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и там на переднем краю они хорошо понимали святую неправду твою. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, как клятву шептал, как молитву, далекое имя твое. Алексеенко Людмила Михайловна родилась в 1940 году 25 сентября. Проживала в поселке городского типа Пеледуй. На момент войны ей был всего 1 год. Папа у нее ушел 1939 года на Вторую мировую войну, так что она его совсем не помнила. Помимо этого в семье еще было 2 старших брата. Мама постоянно работала на заводах, и поэтому ей приходилось 3 детей оставлять одних. Когда Людмила научилась ходить, она своими глазами видела войну. Ей пришлось пережить голод и холод. На данный момент Людмила жива, она радует своих близких и очень любит рассказывать о своем прошлом, а, к сожалению, 2 брата не выжили. Здравствуйте, меня зовут Кадочников Андрей.
Я ученик 8 А класса лицея номер 1 города Инты. В этом году исполняется 80 лет Великой Победе над фашистской Германией. В Великой Отечественной войне принимали участие 3 моих прадеда. Сегодня я хочу рассказать о Кадочникове Аркадии Ивановиче. Родные говорят, что я очень похож на него. Мой прадед родился 16 февраля 1922 года в Тюменской области Армизонского района в селе Гоглино. Старший из 4 детей, он рано закончил школу, был очень грамотным. Сразу после школы, до момента призыва в армию, 2 года работал в своей деревне учителем начальных классов. Но нужно было получать образование. Отправился на учебу в училище. К началу войны учился в военном училище, готовился стать инженером. В 1941 году отправился на фронт. Даже домой не пустили проститься. Когда состав шел мимо родных мест, семья вышла на полустанок попрощаться. Аркадий Иванович прошел всю войну, был инженером, наводил переправы, был командиром саперного взвода 220-го отдельного батальона 173-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе значится, что он 2 августа 1944 года возглавил взвод саперов. Двигаясь впереди порядков пехоты, он обнаружил 3 фугаса и минное поле противника. Невзирая на непрерывный огонь противника, снял 3 фугаса и более 30 мин. Действуя инициативно и смело, он личным примером воодушевил бойцов своего взвода, успешно выполнив боевую задачу. В этом бою он был ранен пулей немецкого автоматчика. Умер Аркадий Иванович в госпитале от ран 26 марта 1945 года в боях за Кёнигсберг. Совсем молодой, ему было всего 23 года. Похоронка пришла домой 9 мая 1945 года. Захоронен в братской могиле советских воинов. Калининградская область, Багратионовский район, поселок Пятидорожное. Мой прадедушка, Кадочников Аркадий Иванович, был защитником Родины, принимал участие в Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу. Вся жизнь героя достойна, чтобы ее знали, помнили и гордились. Я буду помнить его всегда. Как подули железные ветры Берлина, как скипели над Русью военные грозы, провожала московская женщина сына. Материнские слезы, материнские слезы. 41-й кровавое знойное лето, 43-й атаки в снега и морозы, письмецо долгожданное из лазарета. Материнские слезы, материнские слезы. 45-й завислой идет сражение. Землю прусскую русские рвут бомбовозы. А в России не гаснет свеча ожидания. Материнские слезы, материнские слезы. 5-й снег закружил, завьюжил дорогу над костями врага у Можайской березы. А сын седой возвратился к родному порогу. Материнские слезы, материнские слезы. Вита дылым, биргадла, тырта туйсе, лиясе вереглиш, Можайской кыч пудорын. Пиез джор, локтис мамкер кадоре, мамлен шинва, мамлен шинва.